Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Новая медицинская помощь. Чтобы этот транспорт, он улучшил качество обслуживания нашего населения. Медики республики получили 90 новых автомобилей. Как они выглядят и куда их направят, расскажет Рамиль Шайдуллин. Центр, который объединяет. Есть классическое понимание мечети, когда мы приходим только помолиться. Но здесь мы видим, что здесь многофункциональный центр. С открытия нового исламского центра в Высокогорском районе. Ильгиз Шакуров. Оклад Казанской Божьей Матери переехал из Национального музея в собор. Сколько миллионов людей касалось к этой святыне. Как перевозили уникальную реликвию, увидел Салават Мухаммадулян. Только в Казани обещанный кэшбэк за отдых в летних лагерях не получили около 800 родителей. Дня два назад пришел отказ в госуслугах. Почему? Выяснила Юлия Гоголева. Рустам Минниханов сегодня вручил медикам ключи от 90 новых машин. Новые универсалы отправятся в помощь сельским и поселковым врачам в поликлинике, амбулатории, ФАПы. Машины вручают в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Татарстана по нацпроекту здравоохранения. Радость медиков разделил и Рамиль Шайдуллин. Машины уже готовы отправиться к первым пациентам. 90 новых универсалов ждут в 42 районах республики. Хочу еще раз попросить, чтобы этот транспорт, он улучшил качество обслуживания нашего населения, облегчил вашу работу. Новый транспорт главврачам районных ЦРБ вручает Рустам Минниханов. Будет торжественная передача сертификата на оснащение автомобильным транспортом медицинских учреждений Республики Татарстан. Машины как абсолютно новые, так и, конечно, абсолютно надежные, учитывая, для каких целей они выдаются. Здесь могут не только лечить на месте, но и даже перевозить людей с травмами, которых нельзя не то что сажать, а и даже шевелить. Здесь есть носилки для перевозки лежачих больных. Кроме этого, машина укомплектована современной электроникой. Для пациентов здесь есть кондиционер, для водителей ГЛОНАСС и GPS. Данная машина поступит в распоряжение поликлиники, будет осуществляться патронаж, перевозка больных как в ЦРБ, так и для дальнейших переводов. Сразу 3 машины уедут в Актанышский район. Их отправят в амбулатории и даже в фельдшерско-акушерские пункты, где машин не было вовсе. Никогда не было машин в ФАПах. Поэтому планируется на несколько ФАПов одна машина. Чтобы обеспечить именно доступность медицинской помощи. Это одна из целей национального проекта здравоохранения и его программы модернизации первичного звена здравоохранения Татарстана. Всего по этой программе будет вручено 523 машины. В 2020 году мы вручили 88 машин. В этом году вручаем 413. Машины отправятся туда, где их ждут больше всего. Цель – доехать до самых отдаленных уголков республики. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. В Татарстане зарегистрировано 55 новых случаев коронавируса. Больше половины заболевших в Казани, сообщает республиканский штаб. 5 человек умерли от коронавируса. В России по сравнению с минувшим днем количество заболевших немного снизилось – 24 633 человека. Больше всего инфицированных в Москве – больше 4 тысяч. В Санкт-Петербурге и в Московской области почти по 2000 заболевших. Правительство страны поддержало предложение депутатов Госдумы по снижению цен на продукты. Так называемый борщевой набор сегодня обсудили на совещании с руководством правительства и главами регионов. Как отметили, для снижения стоимости помидоров, огурцов и других овощей необходимо вдвое увеличить количество проводимых сельхозярмарок. Также нужно нарастить мощности оптово-распределительных центров. Сейчас это слабое звено, где формируется добавочная стоимость продукции. Для дополнительных мер регулирования цен и мониторинга ситуации создана рабочая группа. Ее возглавил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Предлагаю правительству России рекомендовать торговым сетям срочно подписать соглашение с отраслевыми союзами и ассоциациями сельхозпроизводителей под контролем соответствующих министерств о снижении торговых наценок на социально значимые продовольственные товары, прежде всего на овощную
продукцию. Приняты меры поддержки по предприятиям птицеводческой отрасли. В частности, в этом году мы довели 1 миллиард рублей до предприятий птицеводческой отрасли для того, чтобы они контролировали как раз цены у производителя и чтобы население в конечном итоге чувствовало себя более уверенно. Довели необходимый объем поддержки, это 9 миллиардов рублей для допроизводителей масла рафинированного и сахара белого, для того, чтобы на эту категорию товаров точно так же сдержать цены. От магазинов потребуют снижать цены на овощи вслед за производителями. Когда ждать снижения, читайте в интернет-газете «Реальное время». Остались без кэшбэка. В нашу редакцию обратились сразу несколько семей, которые купили путевки в лагерь для своих детей, но им отказали в получении кэшбэка. Напомним, денежная компенсация за отдых детей положена всем родителям. Постановление правительства вышло в мае. Многие уже получили обещанный кэшбэк. Это 50% от родительского взноса. Однако только в Казани несколько десятков семей получили отказ. Почему, разбиралась Юлия Гоголева. Нам сказали так в центре Ял, необходимо выкупить до 25 числа. Путевку в пригородный лагерь для 9-летнего сына Данияра Диляра Адиятуллина купил 24 мая, но обещанный кэшбэк за путевку семья до сих пор не получила. Обратилась я в центр Ял, они мне разъяснили ситуацию, что с 15 июня нужно будет подать заявление на госуслугах. Я это все сделала и ожидала. Вот у меня буквально... наверное, дня 2 назад пришел отказ. По данным центра Ял, в такой же ситуации, как Диляра, могут оказаться 800 казанских семей. Это те, кто купил путевки на первую смену. Согласно постановлению правительства, а их вышло 2, право на кэшбэк имеют все, кто приобрел путевки до 25 мая. Те же, кто купил до этого срока, также имеют право на возврат, но только в том случае, если лагерь коммерческий. Около 800 путевок мы продали до 25 мая. И, к сожалению, в соответствии с постановлением правительства, родители не могут получить кэшбэк за ту путевку, которую частично субсидирует бюджет республики. В Министерстве молодежи о проблеме знают. Говорят, такая ситуация сложилась в каждом из районов республики. В данном случае все условия реализации этой программы регламентированы федеральным центром. Здесь, к сожалению, большому на региональном уровне нет каких-либо механизмов для того, чтобы мы повлияли на реализацию этой программы. Мы всего лишь выполняем это постановление. На сегодня в Татарстане кэшбэк за летний отдых детей получили уже более 23 тысяч родителей. Но это те, кто купил путевку после 25 мая. В этом случае уже не важно, коммерческая была смена или с господдержкой. Массовое обращение тех, кому отказали в кэшбэке за лагерь, еще только ожидается. В городском центре Ял таких родителей будут направлять на горячую линию Общероссийского народного фронта, где, возможно, сформируют коллективную жалобу. Пока же те, кому отказали возвращать кэшбэк, собираются обратиться в прокуратуру. Юлия Гоголева, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. В МВД Татарстана поступили первые заявления от вкладчиков финансовой организации «Финико». Об этом сегодня правоохранители заявили на пресс-конференции. Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Отсутствовали лицензии и специальные разрешения на работу. Юрлицо не было зарегистрировано на территории России. На прошлой неделе сооснователь «Финико» Кирилл Доронин обвинил в крахе пирамиды своих партнеров по бизнесу. В свою очередь, они обвинили его. В прокуратуре Татарстана отмечали, обвинять их в преступной деятельности преждевременно, так как нет заявлений в правоохранительные органы от обманутых вкладчиков. Сейчас они появились. Не больше 10, но, скажем так, это просто информация на сегодняшнюю минуту, она каждый час может меняться. Процессуальную статус пока не могу обозначать, пока не находится на стадии проверки. Пока возбуждено уголовное дело только по статье «Организация финансовой пирамиды», ну, я так по своим языком называю, 172 прим. 2. Пока, значит, ждем более четкого утверждения со стороны Центрального банка, который, к сожалению, сейчас занял позицию такую, вроде бы, ДКБ, как я уже сказал. Нам нужен четкий ответ. Большой подарок всем мусульманам накануне Курбан-Байрам. Сегодня на Высокой горе открылся исламский центр Бердамлек. Это значит «единство», и в этом названии сразу несколько смыслов. Исламский центр строился на средства жителей района разных национальностей и вероисповеданий. На одной площадке будут располагаться и мечеть, и медресе, и мухтасибат. Какие еще возможности открывает исламский центр и почему его открытие ждали 6 лет? Ответы у Ильгиза Шакурова. Сегодня исламский центр официально принимает своих первых посетителей, в их числе Рустам Миниханов. Торжественное открытие накануне Курбан-Байрама придает особое значение.
Әлбәттә, безнең әгәр дә үзебезнең гореф-гадәтләребезне, әгәр дә милләтебезне, телебезне без сакламасак, дин ул беренче чиратта бу эшкә иң уңай, иң кыска юл. Фундамент был заложен еще в 2015 году. Затем возникли финансовые сложности, и жители района решили внести свой вклад. Не остались в стороне предприниматели и меценаты. Имя каждого в специальной книге у входа. Рустаму Миниханову провели экскурсию по исламскому центру. Он посетил молельные залы и учебные классы. Тут имеется столовая, 2 комнаты отдыха и конференц-зал. Есть классическое понимание мечети, когда мы приходим только помолиться. Но здесь мы видим, что здесь многофункциональный центр. Здесь и обучение, здесь и сидит у нас имам Мухтасиб, есть имам. Различные учителя обучаются татарскому языку, дети, то есть различный досуг, поэтому подобрали такое слово «центр УЗЯК». В исламском центре будут работать и образовательные курсы для школьников и малышей. Кроме того, при центре круглогодично будет работать медресе на 60 мест. Для удобства приготовлены 5 учебных комнат. Здесь уже сегодня идут уроки Корана. Президент также предложил открыть здесь филиал казанского медресе. Это не просто мечеть, не просто медресе. Здесь проходят и мастер-классы, и также здесь будут проходить повышение квалификации для наших имамов. Здесь действительно долгожданный центр, и я думаю, такие центры в каждом районе нужны, потому что здесь ведь не только намаз читают, здесь обучают, каким должен быть настоящий мусульманин. Теперь все праздничные намазы будут совершаться здесь, следующие уже завтра, в Курбан-Байрам. Ильгиз Шакуров, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Высокогорский район. В преддверии Курбан-Байрама в соцгороде открылась единственная в микрорайоне мечеть Рахматулла. Ее строили 2 года и 40 дней исключительно на пожертвования. Площадь мечети 500 квадратных метров. На территории есть детская площадка. С октября заработают курсы по основам ислама. Здесь будут работать и с детьми с особенностями здоровья. Рахматулла означает «милость Аллаха». И мы надеемся, что по причине искренности наших намерений, искренности наших помыслов, Аллах Всевышний дарует нам и в этом мире, и в последующей жизни свою милость и снисхождение. И, конечно же, дети – наше будущее, мы всегда об этом помним и помнили. Конечно, для них мы будем организовать детские лагеря. Иншаллах, первый лагерь у нас будет проходить в месяце августе. Завтра мусульмане всего мира встретят один из главных праздников Курбан-Байрам. По этому случаю во всех мечетях Татарстана пройдут праздничные гаят-намазы. Торжества будут организованы с соблюдением антиковидных мер. Пожилым людям Духовное управление мусульман республики рекомендует отказаться от посещения общественных мест. Обряд жертвоприношения также возможно совершить дистанционно по заказу и воспользовавшись услугой доставки на дом. В 3:10 утра из Галиевской мечети Казани будет организована прямая трансляция праздничной проповедь муфтия Камиля Хазрата Самигуллина и гаят-намаз можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ Татарстан и ТНВ Планета. Праздничный намаз в мечетях Казани начнется в 3:30. Маршруты общественного транспорта, проходящие через мечети, начнут в этот день работать в 2:30. После праздничной молитвы начнется обряд заклания жертвенных животных, который будет проходить в течение 3 дней в 17 местах. Уникальная реликвия – серебряный оклад риза, в которой до 1904 года находилась подлинная казанская икона Божией Матери, сегодня передана Казанской епархии. Теперь она будет храниться в воссозданном соборе. Напомним, его освящение пройдет 21 июля. Сегодня в Национальном музее республики оклад лично принял митрополит татарстанский Кирилл. Экспонат из позолоченного серебра. Его реставрировали 3 месяца. Как реликвию доставили в собор, увидел Салават Мухаммадуллин. Оклад на икону, который состоит из рамочки и венца. Серебро, покрытое золотом, 6 элементов и бесценное значение. Именно в этом окладе до 1904 года хранилась казанская икона Божией Матери. Над ним работали еще в 17 веке ювелиры Казани и, возможно, Москвы. В Национальном музее оклад риза хранилась с 1939 года. Комплекс поступил к нам в 1939 году из общины Петропавловского собора, куда до этого он был привезен из Казанского
Казанского Богородицкого монастыря. Туда свозили предметы из закрывавшихся религиозных учреждений. Оклад реставрировали в 2 этапа. Сначала перед выставкой в Национальном музее 5 лет назад. Потом перед возвращением в воссозданный собор Казанской иконы Божьей Матери. Выполнена из благородного материала и покрыта золотом. Покрыта древним способом, огневым золочением. Это, в отличие от гальваники, слой значительно более толстый. Поэтому особых проблем с удалением химических загрязнений не возникало. Вы представляете, сколько миллионов людей прикасалось к этому, к этой святыне. При передаче оклада присутствовал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Для перевозки реликвии подготовили противоударный контейнер. После упаковки в 5 слоев специальной бумаги и установки крышки оклад закрыли на 12 саморезов. Перевозят уникальную реликвию на автомобиле спецсвязи. Ехать всего около 2 километров, при этом все время в сопровождении вооруженной охраны. Везли очень бережно, поэтому медленно. Дорога от Национального музея до собора заняла порядка 10 минут. У оклада в храме свое место возле Ватиканского списка. Это такой настоящий мост как благословение Божие от наших предков из того времени в новый собор. Поэтому для нас это очень большая радость. Я бы даже не меньше, чем если бы, наверное, как сама икона, когда она вернулась. Увидеть оклад Ризу можно будет с 21 июля после открытия и освящения воссозданного собора Казанской иконы Божьей Матери. Сейчас здесь идут последние приготовления к церемонии. Салават Мухаммадуллин, Даниил Филатов, ТНВ, Казань. Казанская икона Божьей Матери стала объектом пристального изучения. Сегодня в Национальной библиотеке Татарстана стартовала международная научно-практическая конференция, посвященная казанскому образу Богородицы. Как историю прошлого воссоздают для будущего поколения, знает Наталья Мезина. Это вот как раз нижний храм. Пещерный храм как раз начинался с этого всего. Митрополиту показывают пещерный храм на архивных фотографиях. Именно он считается местом обретения чудотворной казанской иконы Божьей Матери в 1579 году. По преданию, спустя 325 лет икону украли. Образ считается утерянным до сих пор. Для нас очень важно, чтобы все то, что мы знаем вообще о своих предках, обо всем, те знаки памяти, которые они оставили после себя, чтобы это было максимально сохранено. И оно должно жить. Это не мертвый музей. Это абсолютно живая жизнь. Эта история оживает сегодня трудами ученых. Международная научная конференция объединила историков, физиков, филологов, антропологов из Татарстана, Москвы, Петербурга, Кирова и даже Израиля. Полина Павлова несколько месяцев изучала церковно-певческие молитвы, посвященные Казанской иконе. Среди тропарей, посвященных иконам Божьей Матери, именно тропарь Казанской иконы занимает ведущее место по количеству самых различных церковно-певческих версий. Роль иконы проанализировали в сфере художественного искусства, литературы, журналистики, киноиндустрии, паломничества и туризма. Каждое такое заседание – это какое-то маленькое новое открытие в истории как самого образа, явления образа, так и того влияния, которое оказывает икона, и оказывала ранее, оказывает сейчас. Татарстан – многоконфессиональный регион. Участники конференции считают, что воссозданный собор станет таким же местом единения и воссоединения истории и религии. Когда мы восстанавливаем Свияжск, мы восстанавливаем Булгар. Мы строим, воссоздаем собор, православный собор, и тут же строим Исламскую академию. То есть вот этот вот дуализм, вот это вот единство двух ветвей, да, ключевых ветвей конфессиональных в нашей республике, это часть нашей культуры. Вот он, тот самый образ Казанской иконы Божьей Матери, о котором сегодня звучат сотни докладов ученых из России и стран зарубежья. Но несмотря на то, что конференция заканчивается сегодня, как признались сами ученые, разъезжаться они не собираются, ведь все они хотят стать частью истории, а именно 21 числа прийти на освящение собора Казанской иконы Божьей Матери. Наталья Мезина, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.
Чрезвычайным и полномочным послом Афганистана в России Саидом Таебом Джавадом сегодня встретился Рустам Минниханов. Обсудили развитие торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества в рамках российско-афганских отношений. КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, КЭР Холдинг уже работают с Исламской Республикой. Татарстан заинтересован в расширении экспортных поставок нефтехимической, машиностроительной и фармацевтической продукции. Напомним, Афганистан представлен в группе стратегического видения «Россия. Исламский мир». До конца года на портале госуслуг Татарстана появятся 44 новые услуги. Таким образом, поручение президента России к концу 2022 года перевести в электронный формат все социально значимые муниципальные услуги республика может выполнить на год раньше. Об этом сегодня рассказал глава Минцифры Айрат Хайруллин. Личные кабинеты на портале госуслуг сейчас есть у более 2,5 миллионов татарстанцев. Оплату за ЖКХ через сайт проводит каждая четвертая семья. Многие туда же вносят и показания приборов учета. Также активно записываются через интернет на прием к врачу или на вакцинацию от ковид, оплачивают штрафы ГИБДД и встают в очередь на место в детском саду. Среди недавно появившихся услуг оплата вневедомственной охраны, пополнение баланса транспортной карты и запись на прием в суды. В ближайших планах внедрение системы быстрых платежей. В целом по году то количество транзакций, то количество людей, то количество услуг, которые люди получили на портале государственных муниципальных услуг, 16 миллиардов рублей составил этот социально-экономический эффект. Он в целом у нас растет. Я могу сказать, что он по сравнению с предыдущим годом вырос на 8,8%. В Казани открылся третий по счету гипермаркет товаров для строительства, ремонта и обустройства дома и сада «Леруа Мерлен». Как сделать ремонт комфортным и менее затратным, смотрите в нашем сюжете. Вот он, новый гипермаркет «Леруа Мерлен» в Казани по адресу улица Залесная, дом 150А. Широкий ассортимент товаров для строительства, отделки, декора, обустройства дома и сада сразу уносит в мир сокровенных желаний – сделать свой дом уютным гнездышком. Здесь все по доступным ценам. У нас есть примеры готовых решений, которые подобраны профессиональными дизайнерами. Эти готовые решения сопровождают клиентов на всем пути по магазину. А наши консультанты всегда готовы составить проект, помочь с выбором наиболее подходящего клиенту ассортимента. Проектирование кухни мечты, стильной ванной комнаты, уютной гостиной, подбор напольных покрытий, пошив штор, установка дверей, доставка в удобное для клиента время. И это еще не все. Чтобы ваши покупки совершались легче, вы можете в начале вашего пути оформить нашу сервисную карту, которая позволит вам отслеживать ваши покупки в личном кабинете. Вы можете не сохранить чеки. Вся история ваших покупок будет сохраняться на вашей карте. Специальная зона создана для услуг по строительству и ремонту. Здесь можно получить профессиональную карту с особыми условиями обслуживания. Помимо товаров мы предлагаем такие услуги, как возведение стен, стяжка пола, гидротеплоизоляция стен, полов и потолков. Благодаря нашим услугам вы сможете доверить свой ремонт и строительство профессионалам и наслаждаться качеством выполненных работ. Отдельное внимание корпоративным клиентам и юрлицам. У них есть возможность сделать заказ без визита, зарезервировать товар, оплатить по счету. Мы ведем полностью юридическое лицо, начиная с белой бухгалтерии, предоставляем все документы. У нас есть резерв товара. Индивидуально можем заказывать под клиента какой-либо товар. Плюс доставка оперативная, доставка дешевая, иногда даже бесплатная. Покупки можно совершать онлайн с доставкой и самовывозом. Помните, строительство дома или ремонт – это не страшно, если рядом Леруа Мерлен. Алия Хайрудинова, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Комплексу мечети Ярдем 8 лет. Сегодня в Казани на большом празднике для детей выступил Юрий Куклачев. Создатель и руководитель единственного в мире театра кошек привез в Татарстан авторскую программу «Уроки доброты». В начале этого года Юрий Куклачев предложил Рустаму Минниханову ввести данные уроки в республиканских школах. Сейчас методические книги уже переводятся на татарский язык. Самые яркие моменты праздника увидела Наталья Мезина. Давайте все мы будем человечнее, лишь доброта сумеет мир спасти. Эту доброту в песне, танцах и лучезарные улыбки Юрий Куклачев сегодня дарит своим маленьким друзьям. Легендарного гостя бурными овациями дети встречают на празднике 8-летия комплекса мечети Ярдем. Мне очень понравилось, такой прям веселый старичок, так сказать. Вот. Я тоже очень кошек люблю, поэтому мне очень понравилось. Я пришла на праздник Куклачева и сделала
сделала такую подделку королевства. Каждый на празднике нашел себе занятие по душе. Кому песни и танцы, кому поделки своими руками. Мы делали поделку из подручных материалов. А кому спортивные забавы. Сегодня пространство комплекса Ярдем превратилось в такой небольшой праздник мини-сабантуя. Только посмотрите, вот здесь все дети соревнуются в борьбе кэреш и выявляют самого сильного богатыра. Ну а рядышком каждый желающий может попробовать себя перетягивание каната. Ну что, Инзеля, эйдегес? Программа, известная во всем мире, помогает раскрыть способности каждого ребенка. Уроки уже 2 года с успехом идут в школах Москвы. В этом году Юрий Куклачев предложил проект Рустаму Минниханову. Казань для меня как родной город. Я обратился к президенту и получил поддержку. Я думаю, что скоро, может быть, я уверен, что сейчас мы начали переводить, и книги пойдут по всему Татарстану. Сегодня первыми на уроки доброты смогли попасть маленькие гости мечети Ярдем. Возможно, в будущем программа станет здесь постоянной. За эти 8 лет мы заработали очень хорошую славу. Она знает не только в Республике Татарстан, но и за ее пределами. Вообще на реабилитацию приезжают со всех уголков страны. Люди очень довольны, возвращаются сюда вновь и вновь. И это говорит о многом. Комплекс Ярдем – это реа-центр и общежитие, типография и учебный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас здесь готовится к строительству нового реабилитационного центра для инвалидов-колясочников. Это будет отдельное здание с бассейном, тренажерным залом и оранжереей. Наталья Мезина, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках новостей.